Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень са студыі Еўрарады, як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, чым бліжэй, так бы мовіць, дзень выбараў у каардынацыйную раду, хаця некаторыя нават адмаўляюцца называць гэтую падзею выбарамі, кажуць, у лепшым выпадку это галасаванне, а ніякія это не выбары. Тым не менш, для того, каб прагаласаваць нам усім, хто ўсё ж таки вырашыць устаць з канапы і зрабіць некалькі рухаў, трэба было некая платформа, магчымасць прагаласаваць. Ну і хто ж мог у гэтай сітуацыі выратаваць, выбачайце за тавталогію, сітуацыю? Ну вот той чалавек, які стане другім суб'ектам пасля журналістаў, які будзе ва ўсім вінаваты у правале гэтых выбараў, сітуацыі, правале дымсіл і ўсяго астатняе. Як ужо сказалі, журналіст на першым месцы, на другім месцы будзе Павел Лібер. Вось такі суб'ект, можна сказаць, доктор зло. Прывітанне, Павел. Привет. Ну што ж, я просто, гэта было жарты, так, прадставіў яго, але тым не менш, ўсё ж таки распрацоўшчык платформы для галасавання на выбарах у каардынацыйную раду Беларусь ID, а ў тым ліку яшчэ і платформы Новая Беларусь, проекта Голас, IT-прадпрымальнік Павел Лібер. Вось так вот ўсё ж таки больш сур'ёзна прадставіць. Павел, ну давайте по-простому. Ініцыятыва, давай, можа, здалёк пачнем ужо. Знаёміць, так знаёміць с этим доктором зло. Ініцыятыва стварэння гэтай платформы. Сам сказаў, ладно, раз вы уже не ведаеце, як тут што рабіць з вашими выбарамі, я вам дапамагу, ці яны прыйшлі з паклонам, шапку зняўшы: Павел, ратуй, не ведаем, што рабіць. Нет, слушайте, с поклоном никто не приходил. На самом деле у платформы достаточно интересная история. Тут важно, что я там не единственный ее разработчик, над ней работает достаточно большая команда людей. И заниматься мы и начали вообще давно, еще 1,5 года назад. Ни про какие выборы еще речи не шло. Но в рамках проекта «Новая Беларусь» мы очень хотели сделать какую-то систему, которая бы позволила нам понять, что перед нами белорус или белоруска, потому что у нас есть много сервисов, которые мы хотим давать только белорусам и белорускам. Ну, а потом мы, собственно, думали про какие-то модули, позволяющие людям принимать совместные решения, и постепенно, очень медленно делали этот продукт, очень медленно, потому что всегда впереди шли социально-культурный слой, этот слой политический, он у нас шел достаточно неспешно, там участвовали волонтеры и разработчики. И в итоге эта платформа эволюционировала, и прошлым летом у нас на самом деле был первый запрос к обществу. Мы пригласили людей потестировать первые версии этой платформы. Она называлась тогда Digital ID, Digital Voting. К нам пришло там около 100 с чем-то человек, и мы впервые протестировали концептуально платформу, через которую можно проверить, что человек белорус-белоруска, идентифицировать его, дедуплицировать, и этот человек мог бы проголосовать. И, собственно, это и есть вот предыстория, это и есть предок той платформы, которая есть сегодня, потому что, безусловно, во времени, с учетом всех отзывов, с учетом новой технологии, с учетом тестирования, мы ее видоизменяли. Но когда встал вопрос о том, что могут состояться выборы в Координационный совет, и когда стало понятно, что они все-таки состоятся, потому что немного раз откладывались и так далее, то есть мы сказали, что вот те наработки, которые у нас есть, можно сконвертировать в платформу более взрослую, более самостоятельную, на которой можно провести полноценный национальный электоральный ивент. Собственно, это было мое предложение на тот момент Координационному совету. Они как раз думали, через какую платформу сделать. Они посмотрели на то, что у нас есть, и мы решили, что давайте делать это вместе. И вместе придем к выборам и с процессом, и с платформой. Вот такая история. А кольки это все коштовало? Это практически невозможно посчитать. По той простой причине, что, как я уже сказал, это история, которая длится очень долго во времени, там было очень много итераций, видоизменений, обновлений. И я могу сказать только примерную структуру, да, кто за что платил. Да, то есть примерно, наверное, 25% это волонтерская работа, где-то еще процентов, наверное, 35% это то, что я сам уплачивал, и остальное это помощь каких-то партнеров, доноров и прочее, потому что в какое-то время всем было интересно посмотреть на то, можно ли собрать действительно полноценно такую онлайн-систему.
Дарэчы, про полноценно онлайн-сістэму мы з вами некалі гаварылі, абмяркоўвалі яшчэ да выбараў Коардынацыйную раду, яшчэ нават да таго, калі Цыпкала выступаў з гэтай ідэяй правядзення выбараў, онлайн-галасавання і казаў: ды вось паглядзіце, ва ўсім свеце гэта ўсё ёсць, і в Эстоніі, і ў ЗША, і гэтак далей. Ці сапраўды на той момант тут можна было ўзяць, купіць, заплаціць, дамовіцца ці яшчэ што-нибудь, ці была патрэба сапраўды у сваёй нацыянальнай праграме, платформе? Это очень хороший вопрос, потому что я бы здесь очень четко разделял. У нас здесь есть 3 разных сценария. Один сценарий, условно, там, эстонский, да, это национальная система, действительно национальная, связанная с национальным реестром населения, с национальным реестром паспортов, которая потенциально может позволять голосовать гражданам своей страны, независимо, где они находятся. Да? То есть у нас получается голосование онлайн и в стране, и снаружи, но при этом есть национальные органы, есть национальные реестры. Это гораздо более простая система, потому что есть доверенное лицо и прочее, прочее. Возьмем вторую опцию. Это как раз то, что предлагал Валерий Цыпкало, то есть ближе уже к тому, что предлагал Валерий. Это взять какой-то готовый продукт. Они тоже есть на рынке, например, там Votes или другие системы. Во-первых, они стоят денег, и достаточно немало, если мы говорим про большое потенциальное количество участников. Во-вторых, большая проблема этих систем, почему сложно было рассматривать такие системы для нашего сценария, это то, что они все-таки заточены под более мирные сценарии. Там нет такого количества степеней защиты, которые нам нужно для того, чтобы обезопасить людей внутри страны. Потому что для того, чтобы обезопасить людей в стране, нам нужно маскировать трафик, нам нужно проверять наличие VPN, нам нужно делать отдельный канал для людей внутри, отдельный канал для людей снаружи и так далее и тому подобное. И когда мы смотрим на весь тот объем работы, который нужно сделать, то мы понимаем, что все равно нам нужно строить свое решение. И, безусловно, мы его строили, опираясь на опыт и национальных решений, и онлайн-решений, но мы добавляли к этому, безусловно, дополнительную специфику по безопасности данных, по защите людей. И мы до сих пор вот это все улучшаем. Да, мы до сих пор получаем какие-то результаты тестов, аудитов и прочего. Вот, соответственно, мы знаем, что у нас в субботу выборы. Вот мы сегодня только финально стабилизируем часть, которая, например, для веба, именно для того, чтобы это было безопасно для людей в стране. И вот то количество дополнений и доделок по безопасности, по шифрованию и всему остальному, которое требовалось сделать, оно не позволяло взять какую-то готовую платформу, даже если бы на нее были деньги. Угу. Вот, я... Да чаго, то есть атрымліваецца нават на сённяшні дзень, умоўна кажучы, платформа яшчэ даводзіцца да ладу, да канчатковага. Я чаў кажу, што нават от Сергей Чалы задаўся пытаннем, і 20 числа бліжэй да вечара ён там у сябе у соцсетках напісаў: так я не зразумеў, казалі 20 числа будзе ўжо, дзе што, куды глядзець, чаму нема. Да, ну вышло, кстати, 20-го, но поздно вечером, да. А вот именно потому, что, смотрите, мы же, получается, сначала сделали такой закрытый доступ, он был с начала апреля. Потом мы сделали чуть более открытый в конце апреля, потом с мая мы пустили уже кандидатов из списков и журналистов. И вот сейчас мы открыли ранний доступ с 20 числа. Еще пришло там, не могу говорить, сколько людей, к сожалению, ЦИК не разрешает. Как бы, подписал, небось, вот эту вот паперку о неразглашении. И это же все как бы нам тоже позволяет собирать большее количество информации для того, чтобы успевать там улучшать какие-то вещи. Это абсолютно нормальный жизненный цикл продукта. Единственное большое наше ограничение, очень многие спрашивают, почему вы все не выложили там, не знаю, 3 месяца назад, 4 месяца назад, да. Но мы же понимаем, что мы находимся в условиях достаточно жесткого противодействия там белорусскому режиму, который, конечно же, будет пытаться нам мешать. И поэтому выкладывать все в деталях, все свои планы, всю свою архитектуру, все свои там секреты, все свои каналы, ну, это просто создавать дополнительную точку риска, поэтому у нас был очень сложный компромисс. Вот мне очень не нравилось, что мы хотим 20 числа открыть ранний доступ, например, но мы там как бы окей, с командой, скрипя сердцем, согласились, что да, хорошо, действительно, мы пустим людей заранее, потому что, с другой стороны, было огромное давление со стороны общества, списков, ЦИКа,
а как голосовать, а где посмотреть, а дайте детальную инструкцию и так далее. И вот когда вот эти два мира обезопасить и поделиться информацией, они как бы начинают сталкиваться друг с другом, это, безусловно, очень тяжело, потому что приходится принимать сложные компромиссные решения. Павел, перш чым я попрошу, каб ты вот ўсё ж таки даў канкрет патлумачыў покрокава, не так як вот сухой мовай інструкцыі написана гэта інструкцыя як галасаваць, а па-чалавечы, як кажуць, некалькі канцэптуальных таких пытанняў. Першае, мне писали людзі, напрыклад, у прыват, добрыя знаёмыя мае, не буду імёны называць, хотя могу, тому что ну как бы не давали дазволу, але там одна вельмі вядомая мастачка, напрыклад, писала, якая кажа: слухай, ну вот я была вымушаная сдать свой пашпарт и атрымаць уцекацтва, то есть женевскі пашпарт, то есть беларускага паспорта у мяне няма. І таких людей вельмі шмат па ўсім свеце. Днямі у мяне быў эфир с прадстаўнікамі дыаспары з США і Канады, і там, калі браць старую дыаспару, да прыкладу, то некаторыя людзі, вось, напрыклад, Пётр Мурзёнак з Канады, ён кажа: я беларускага пашпарта быў пазбаўлены ў 13-м годзе і ніякім чынам не магу паехаць. То есть хто-то ж думае, што до 20-го года рэпрэсій няма, а чалавек уже ў 13-м не мог спакойна вярнуцца ў Беларусь, каб абмяняць пашпарт. І такія людзі, што з новай хвалі цяпер, што з той хвалі, і такіх людзей тысячы, а яны выкінуты з працэса галасавання. Вот вам не думали, як это вот обойти такую ситуацию? Ці ўвогуле не улічили гэты факт, момент? Здесь дело даже не в том, что это не учитывалось. Дело в том, что был достаточно сложный выбор. Это делать все-таки полноценную онлайн-систему со своими ограничениями, да, или делать все-таки полноценные выборы с физическими точками. Ну, потому что в чем начинается сложность? Да? В том, что в каждой стране свои типы документов, которые людям выдают. Где-то там это справки о беженстве в разном формате, где-то это даже вообще от руки написано и так далее. Ну, то есть не существует сегодня никакой онлайн-системы, которая может эти документы полноценно принять. Все современные KYC-провайдеры, то есть компании, которые валидируют документы, которые там работают с онлайн-банками и прочими, они все заточены на национальные документы. Они плохо работают даже с вроде бы выглядящими как паспорт travel-документами. Вот у меня есть литовский travel-документ, как бы, и в принципе я не нашел ни одной системы, которая бы его полноценно восприняла как паспорт. Да, и это сложность, если мы выбираем онлайн. Вот если бы мы выбрали онлайн плюс физические точки, то, наверное, это решило бы эту проблему, но это бы создало совершенно другую проблему. Во-первых, где взять ресурсы на это? Ну, то есть мы представляем, как белорусов сегодня разметало по всему миру. И даже в Америке, если мы делаем там точку в Сан-Франциско, нам говорят: а где точка в Техасе? Делаем точку в Техасе, а где точка в Нью-Йорке? Да? И все это же требует денег, работы людей. И самое важное еще и доступа к персональным данным. Представим, что мы создаем сотни таких точек по миру, у нас появляются сотни человек, которые имеют доступ к персональным данным. Это порождает 1000 вопросов, почему именно эти люди. И поэтому онлайн-система с минимальным доступом к персональным данным и, в принципе, с исключением человеческого фактора по максимуму, это, собственно, и в итоге был ответ на решение этой проблемы. Ну, потому что я прекрасно понимаю проблемы людей. Ну, у меня у самого паспорт хоть и есть, но у меня при этом есть и литовский документ, да. Как бы я понимаю, что таких людей много, но, с другой стороны, в тех условиях, в которых мы находимся сейчас, а это условия, по-честному, отсутствие нормального ресурса, тотального недоверия друг к другу, вопроса доступа к данным и прочего, к сожалению, есть вариант сделать это только в онлайне. Добра, давай тады пройдзем гэты перыяд, потому что вельмі шмат пытанняў, і яны датычацца фактычна трэцяга блоку нашай размовы. Не буду спойлерыць, але давай вот по гэтым пройдземся. Што трэба зрабіць, каб прагаласаваць? Ну, па-першае, як ты лічыш, ці варта галасаваць ввогуле на этих выборах? Я на тебе цікавы самому. Честно отвечать. Да, ну конечно. Слушай, не могу сказать, что очень интересный. Мы же, когда с тобой разговаривали в прошлый раз, ты задавал этот вопрос. И я говорил, что для меня важно, чтобы Координационный совет вот прям очень четко объяснил, как он может помочь мне, как человеку вне страны,
и белорусам и белорускам, которые находятся в стране. И что если я там буду видеть каких-то действительно ярких лидеров или яркие списки, которые предлагают программу, в которую можно верить, то я там с радостью пойду и за них проголосую. Я специально вчера перечитал все программы, я смотрел параллельно дебаты, и у меня все еще есть сомнения. У меня есть несколько лидеров, поэтому, скорее всего, я пойду голосовать, потому что мне нравятся эти лидеры, как бы. Другое дело, что парадокс этих списков – это то, что в этих списках ты видишь людей, за которых ты очень хочешь проголосовать, и по соседству с ними людей, которых ты бы вообще в жизни никогда в политику не пускал, с твоей собственной точки зрения. Это нават уже атрымала такую паліталагічную оценку, ну, в смысле, это характеристику такую, что у каждом пригожем списе есть своя лыжка дегтя. Да, возможно. Поэтому, ну, на самом деле, я вот сейчас, отвечая на этот вопрос, думаю, что я все-таки пойду голосовать, потому что я вижу списки, где я вижу интересных людей. Мне очень не хватает все еще информации, которая мне нужна была в прошлый раз, это о том, как все-таки эти списки могут, ну, эти кандидаты могут изменить жизнь белорусов и белорусок и в стране, и за границей. Потому что там очень много общего, очень мало конкретики лично для меня. Я знаю абсолютно противоположное мнение. У меня есть знакомые, которые там в восторге сразу там от 5-6 списков и их программ. Поэтому это, безусловно, очень персональная история всегда. Слухай, трошку вярнуся яшчэ назад. Ты ж памятаеш, што калі вот быў гэты самапрызначаны другі склад координацыйнай рады, то яны адразу сказалі, што мы тут это как бы часовы пераходны варыянт, наступны склад координацыйнай рады будзе выбірацца, мы тут на год, а потым будуць выбары. Ну і все, і как-то і заціхлі, і пачалі там рабіць выгляд, што яны працуюць, нешта робяць і все такое. А пра выбары нічого не... То есть варта было, ну ладно, там самапрызначыліся месяц на тое, каб разабраліся, дзе там што і як, і параллельно брацца за падрыхтоўку выбараў, кансультавацца з ліберам по платформе, там з іншымі людзьмі, калі як праводзіць, а не цягнуць до апошняга момента, ці как бы і так нормально. Вот твой падыход. Ну, мой подход, что, безусловно, эти выборы нужно было делать раньше, и, безусловно, вокруг этих выборов было такое количество конфликтов, которые сейчас играют против этих выборов. Потому что даже в моем окружении достаточно много людей, которые активисты, которые близки к политической повестке. У них уже нет сил вчитываться, вдумываться вот во внутренние смыслы. У них мнение, все переругались, лучше в этом вообще не участвовать. Вот как бы, а кто все, когда переругались? Ну, там раньше что-то переругались, так а сейчас же уже не переругались. И все, я уже типа не хочу видеть, да. То есть, ну, во-первых, наверное, нужно было сделать выборы раньше, хотя, безусловно, это очень сложный процесс. Вот я, несмотря на то, что вроде бы отвечаю за очень четкую изолированную часть, которая технологическая платформа, но я все равно, касаясь каких-то процессов, дебатов, которые идут вокруг этого, понимаю, что это действительно очень сложный процесс сделать выбор. Вот сделать выборы, с которым будут согласны как минимум большинство списков, ЦИК и все остальные. Ну, то есть, да, действительно, я вижу, что это занимает очень много времени. Поэтому вот эта претензия, она, с одной стороны, хотелось бы, с другой стороны, ну, есть объективные факторы, почему это не быстро. Наверное, что здесь, чего мне лично в этой всей истории не хватает, мне все равно не хватает какой-то консолидации вокруг этих выборов. Потому что сейчас это уже очень четко выборы в координационный совет, которые поддерживаются полноценно только самим координационным советом. Я не вижу большой консолидации вокруг этого всех трех наших политических акторов. Это меня тоже немножко разочаровывает, ну, потому что для меня это сразу как бы внутренний вопрос. А вы что, переругались между собой? Или вы не переругались, но просто как бы там нейтрально поддерживаете друг друга? Вот этой информации не хватает, там, где не хватает информации, там всегда теряется интерес, начинаются сомнения, а где появляются хоть какие-то сомнения, там всегда проще не участвовать, чем участвовать. Добра, давай тады покрокова, што рабіць вот мне с нуля самого. Вот я беру телефон, ён у мяне пусты, то есть нема ні платформы там Новая Беларусь, нават нічога. Она тебе не нужна. Что рабіць? Хорошо. На самом деле, как бы в канале Координационного совета сегодня есть все инструкции. Если очень просто,
то, во-первых, у нас разные сценарии. То есть сейчас пока что у нас есть ранний доступ, еще не сами выборы. Выборы у нас 25-27 мая. Соответственно, сейчас у нас есть ранний доступ тем, кому было очень интересно посмотреть хотя бы на то, как выглядит приложение заранее. Это люди не в Беларуси. Это очень важно. Мы не хотим, чтобы люди в Беларуси хоть как-то касались нашего мобильного приложения, потому что для них будет совершенно другой, более безопасный канал. Соответственно, нужно зайти на сайт, который рекламирует, собственно, Координационный совет. Если коротко, то это bit.ly/rada2024. Там есть все инструкции. Там нужно подтвердить, что ты не из Беларуси, во-первых. Мы очень явно просим людей это подтвердить, что ты голосуешь не из Беларуси территориально. И дальше он даст тебе две опции. Можно скачать мобильное приложение для Android или мобильное приложение для iOS. Соответственно, оно называется Беларусь ID. В случае iOS оно качается через другое приложение, которое называется TestFlight. Это сделано, чтобы обезопасить даже тех людей, которые за границей, потому что мы подразумеваем, что эти люди все равно могут ездить в Беларусь. Есть большое количество людей, которые там все еще могут приехать в Беларусь, и мы не хотим, чтобы у них в телефоне нашли следы нашего приложения. Соответственно, сегодня выборов еще нет, поэтому можно сделать только первую фазу, пройти идентификацию личности. Соответственно, как это делается? Человек запускает приложение, мы у него напоминаем, что если вдруг он в какой-нибудь опасной стране, которая дружит с Беларусью, даже ему нужно включить VPN, он подтверждает, что он в курсе. И дальше он оформляет себе то, что у нас называется цифровой ID. По сути, это твой виртуальный паспорт на основе твоего реального паспорта, с которым ты, собственно, потом пойдешь голосовать. Для этого человеку нужно сделать несколько действий. Первое – это отсканировать свой синий белорусский паспорт. Очень важно, что это должен быть именно белорусский паспорт, никакие другие документы не принимаются. Я удакладню, потому что было пытанне і учора, і вот сёння яго задаюць, што, маўляў, у беларусаў зараз ёсць не толькі сіні вось гэты умоўны звыклы пашпарт, а і картка типа ID, но беларуская, унутраная. Яна не падыходзіць? Мы делали только на основе белорусского паспорта, потому что вот эти ID еще новые, их не понимают все системы, плюс они выдаются в дополнение к белорусскому паспорту, как правило, поэтому мы все-таки брали более традиционный паспорт. Очень важно, что во время выборов будут работать паспорта с просроченным сроком действия, потому что это, собственно, был основной вопрос. И тут мы немножко не докоммуницировали, у нас на сайте это написано, но при этом в коммуникации анонса сайта это не вышло, и многие люди пришли на ранний доступ, и, собственно, у них не сработало, то есть их не пропустило. Но не волнуйтесь, во время выборов будут работать паспорта с просроченным сроком действия. Второе, это, соответственно, человек должен показать свое лицо, это должен быть именно живое лицо, не подойдет фотография или видео, точно так же, как не подойдет фотография или скрин или показ паспорта на телефоне, нужен именно реальный документ. То есть вот это вот, что вас типа там зловили белсаты со своим, это там не спрацует? На самом деле, смотрите, там не совсем словили, да, потому что Белсат, собственно, сам же и подтвердил, что у нас была отмечена эта транзакция как рискованная транзакция. Я могу отдельно рассказать про вот что такое рискованные транзакции, как бы пока вот мы договорим по процессу. Соответственно, человек сканирует документ, сканирует свое лицо, мы понимаем, система его автоматически пропускает, либо не пропускает, либо сомневается, тогда у нас возникает рискованная транзакция, как бы, которая записывается, то есть система принимает при этом решение, пускать или не пускать. Как бы, и, соответственно, человек получает вот этот цифровой ID, он с ним 25-27 числа сможет пойти проголосовать. Это вот инструкция для тех, кто не в Беларуси, они могут воспользоваться мобильными приложениями. Собственно, вот на сайте Координационного совета все описано. Как я уже сказал, только белорусский паспорт, просроченные паспорта будут приниматься в день выборов. Я бы хотел адразу адзначыць, что вось тут у нас у каментатарскай зверху прымацаванае паведамленне с інструкцыяй, ну і са скіраваннем туды, куды трэба ісці, каб вот это вот все, про что говорить Павел, можно было скачать и зрабіць. Да, соответственно, после выборов мы включим отдельную инструкцию, как удалить это все, потому что, как я уже сказал, часть людей все еще ездит в Беларусь, и поэтому мы бы очень не хотели, чтобы у них были какие-то следы. Соответственно, это для тех, кто не в Беларуси, и, соответственно, плюс элемент обезопасивания тех, кто в Беларусь ездит. Значит, для людей, которые в Беларуси, будет другой канал. Для них будет веб-канал, то есть это будет отдельный веб-сайт, который нужно будет открыть с мобильного телефона, и все процедуры человек пройдет там. То есть он выберет список, подтвердит личность,
Подтвердить личность точно так же, просканирует паспорт, покажет лицо, и, соответственно, ему засчитают его голос. Платформа работает полностью автоматизированно. Соответственно, мы по максимуму постарались исключить человеческий фактор. И особенность платформы как раз-таки в том, что даже у ЦИКа не будет никакого доступа к персональным данным людей, потому что они очень хотят избежать, в принципе, любого контакта с персональными данными. То есть алгоритм платформы. Алгоритм платформы как бы изучается, подтверждается внешним аудитором. Соответственно, мы понимаем, что платформа работает так, как это было заявлено. Плюс платформа выкладывается в открытый код. Я думаю, что мы это сделаем либо сегодня, либо завтра. Ну, то есть вот прямо сейчас, на днях. Но, опять же, как я уже говорю, мы не хотим давать режиму запас на то, чтобы это все очень глубоко изучить, поэтому мы это делаем перед самыми выборами. Да, и таким образом, получается, происходит подсчет голосов в онлайн-пространстве. Сразу понятно, сколько людей участвовало, сразу по окончании выбора понятно, какие результаты. При этом это официально паблишится как предварительные результаты. И затем есть еще коридор времени, когда ЦИК изучает, что происходило в процессе работы платформы, какое количество транзакций у нас было помечено как рискованные, есть ли они как какие-то подозрительные кластеры во времени, попадают ли они там в какую-то процентную погрешность и прочее, прочее. То есть, таким образом, после этого объявляются уже финальные результаты. До речі, мне вот старшыня цэнтральнай камісіі у інтэрв'ю казала, што будуць у дзень галасавання прысутнічаць, тут створаны будзе цэлы такі выбарчы штаб, дзе будуць нават міжнародныя назіральнікі. Зачем они будут назирать, коли все будет там автоматично это робить? Да, все действительно будет автоматически. Наблюдать можно будет, первое, мы будем в реальном времени отображать, какое количество людей участвует, какое количество людей скачало приложение, какое количество людей выпустило паспорта, какое количество людей с этими паспортами проголосовало. И каждая транзакция голосования, при этом очень важно, анонимизированная, там не будет никаких персональных данных, она у нас кладется в лог, и видно, собственно, как они появляются, из каких стран, есть ли там какие-то аномалии, помечены ли они как рискованные. То есть, что такое рискованная транзакция? Тут KYC-провайдер, который у нас есть, это компания Verif, они помечают транзакции, в которых они считают, как бы есть какое-то сомнение. Например, вот типа была попытка подделки документа, но он такой качественный, что лучше бы человеку перепроверить, да? Или человек с похожим лицом пробует регистрироваться с другими документами. Или у них есть очень интересно, человек выглядит типа намного старше, чем он на фотографии. Как бы, ну, то есть у них достаточно много каких-то параметров, по которым они как бы считают транзакцию рискованной. Соответственно, мы смотрим, как бы сколько таких, нет ли среди них каких-то странных аномалий. И таким образом, по сути, понимаем в реальном времени, насколько там, не знаю, ровно, понятно, нормально идет голосование. Яшчэ одно пытанне, дарэчы, вось оно пытанне было і тут зададзенае. Джон Ді пытаецца, ці ёсць план на выпадак, калі КДБ будуць масава галасаваць за свайго кандыдата, напрыклад, Азарова. Ну, да тэмы Азарова мы яшчэ вернемся, але сапраўды вось сітуацыя такая. Грамадзяне Беларусі, ну, яны маюць права галасаваць. І умоўна, там які-нибудь товарищ майор прыязджае ў любую вайсковую частку, збірае гэтых хлопцаў тэрміновай службы і кажа: вы зараз усе тут под маім начальством праводзіце спецаперацыю і давайте вы ўсе галасуеце. Ну, маюць яны права галасаваць. Конечно, имеют. Але вот як это, ну, вы улічвалі такі момант? Смотрите, да, безусловно, мы будем видеть, что у нас происходит какой-то аномальный одномоментный вброс голосов, да, и дальше ЦИК будет решать, что с этим делать. Тут очень важно, что это же вопрос на самом деле политический, а не технологический. Технологически мы можем определить, что у нас есть аномальная активность из Беларуси за какой-то определенный список, на который там ЦИКу нужно обратить внимание. Но вы абсолютно правы, это действительно белорусы с паспортами. Они все проголосуют за экстремистский список, их потом еще посадят на 5 лет, ну, чтобы все по-настоящему было. Но при этом считать это спецоперацией или актом участия в выборах, это будет принимать решение Центральная избирательная комиссия.
Ну калі гэта, конечно, давяраць, он уже Протасевич даверыўся, Тизенкович с этим спецслужбам і гэтак далей, что по выніку атрымаліся. Ну але калі прыходзяць і кажуць там камандзіры, что давайте, ну я умоўна говорю, камандзіры, это могут быть самі просто вот отдел в следчым камітэце ці ў КДБ собрались і так вот робяць это ўсё. С аднаго боку, конечно, можна пажартаваць і сказаць, што потым, калі будзе наша новая Беларусь, яны яшчэ прыйдуць і скажуць: глядзіце, як мы тут шаталі рэжым галасуючы на выбарах. Вот. Але з другого боку, вот як вы ўсё ж таки, я разумею, што палітычнае пытанне, але ваше меркаванне ўсё ж таки як чалавека не просто технара, но і грамадзяніна. Ну, безусловно, мне как гражданину не хотелось бы, чтобы такие случаи были. С другой стороны, я как гражданин понимаю, что здесь нужно очень четко разделять то, что, там, не знаю, им скажут проголосовать, и они пойдут проголосуют за кого хотят, или им скажут целенаправленно проголосовать за какого-то один список или один кандидат, тогда это, безусловно, вброс, спецоперация, и, безусловно, это должно быть исключено из результатов. Давайте звернемся яшчэ да тэмы бяспекі. То есть вот наколькі ўсё ж таки бяспечна гэта галасаваць. Ну найперш вот звернемся да людзей, якія у Беларусі і якія ездзяць у Беларусь. Што трэба зрабіць, пра што не забыцца, калі ты ўсё ж таки вырашыў прагаласаваць, і вот што сляды нейкія застаюцца по выніку твоих там очистительных действий? Да, это очень важный вопрос, потому что мы всегда должны понимать, что любое протестное действие сегодня сопряжено с риском. Мы, как платформа, предпринимаем сегодня все усилия для того, чтобы сделать правильные инструкции, для того, чтобы обезопасить людей, для того, чтобы минимизировать любое хранение данных, усложнить любые пути там, взлома, кражи и прочего-прочего. Но это все работает только вместе, когда, соответственно, люди, в свою очередь, тоже следуют инструкциям. То есть с точки зрения того, что нужно будет делать людям внутри страны, им нужно будет очень внимательно читать наши инструкции, то есть заходить на сайт только в режиме инкогнито, использовать VPN, мы будем принудительно это проверять и не пускать человека, если он пришел к нам без VPN. Соответственно, удостовериться, что он там закрыл свой сайт, он у него не остался висеть во вкладках и так далее и тому подобное. Для людей внутри страны правила будут проще, потому что все-таки с веб-каналом люди уже привыкли работать, особенно с использованием VPN. Тут главное это не забыть, потому что есть человеческий фактор, мы понимаем, что человеческий фактор – это забыл, отвлекся, оставил, что сайт висит там во вкладках браузера, потом на чем-то попался, сайт нашли, человека арестовали. Да, то есть и очень важно все-таки, как бы, чтобы это работало вместе. Что делаем мы со своей стороны? То есть мы со своей стороны, как я уже сказал, во-первых, мы минимизируем человеческий фактор. То есть мы стараемся максимально деперсонифицировать любые транзакции для того, чтобы, в принципе, нельзя было понять, кто как проголосовал. То есть сами персональные данные человека после сканирования, они доступны у него в телефоне. Мы при этом на стороне платформы голосования храним захэшированный индивидуальный номер человека. То есть хэш – это способ шифрования в одну сторону. И мы делаем так, что у нас там шифруется в одном месте, дополнительные там соль, это дополнительное усложнение хэширования хранится в другом, база в третьем. Ну, то есть мы делаем максимальную сложную конфигурацию на очень короткий временной срок для того, чтобы это действительно было невозможно взломать, украсть, расшифровать и прочее. Но очень важно, как я говорил, чтобы все это работало вместе, то есть чтобы и люди следовали инструкциям, и мы со своей стороны, безусловно, предпринимаем здесь максимально надежные защиты и способы обезопасить людей. Собственно, одна из причин, почему мы решили не пойти с мобильными приложениями, потому что там киберпартизаны, которые смотрели на нашу платформу, они заметили, что действительно с iOS как бы можно найти следы.
И, в принципе, у нас были сомнения по поводу андроида, как бы у них были сомнения по поводу андроида, но мы решили уже не рисковать, а вообще убрать мобильный телефон для людей внутри страны. Это, кстати, очень интересно, потому что киберпартизаны нам это подсветили, и, в принципе, мы им очень за это благодарны, потому что мы понимаем, что, да, они нашли какую-то тоже дополнительную точку, по которой как бы, мы смогли улучшить свою безопасность. Вот, до речі, момент, я просто в одних коментарях бачив про тое, што кіберы, маўляў, раскрытыкавалі і залажалі вот, з пункту гледжання бяспекі вашу платформу. Я полез у кібераў шукаць, нідзе не знайшоў, типа вот, ну, звычайна яны, калі ў іх ёсць нешта там, што сказаць, яны кажуць у сябе ў тэлеграм-канале. Нічога няма. Так думаю, ці там хтосьці накидывае, ці што. А гэта было не как бы там не носом вот так вот, а просто такая супраца суместная. Да, смотрите, мы их по-честному попросили посмотреть на всю эту платформу, как второе мнение. Мы их не просили о полноценном аудите. Тут очень важно понимать, что у них здесь не было времени для полноценного аудита. Потому что мы проходили аудит со сторонней компанией в течение 5 недель, вот он сейчас только заканчивается. И проблема в том, что когда мы покомпонентно с ними работали, то нам важно было, чтобы мы сначала там все переправили, и потом еще раз на это кто-то посмотрел. Да? Поэтому, соответственно, киберпартизаны, они в свою очередь посмотрели как бы тоже со своей стороны, они тут позадавали достаточно много вопросов, они покорректировали какие-то вещи. Они, опять же, обратили внимание у нас на коммуникацию, что неправильно говорить, что мы там вообще не храним данные. Если мы храним хотя бы хэш от паспорта, пусть даже он зашифрованный, но все равно формально это данные, мы их храним, как бы это персональные данные, не связаны с паспортом. И да, мы прилагаем все усилия для того, чтобы их обезопасить, но опять же, ну, то есть они дали достаточно много интересных, ценных советов, и они все еще смотрят, как бы, поэтому... Я им, например, очень благодарен, потому что они действительно подсветили нам какие-то проблемные места, подсветили, где мы что можем улучшить с точки зрения коммуникации. И я надеюсь, что, собственно, если они еще что-то там найдут и предложат, они, безусловно, скажут, мы, безусловно, это еще успеем улучшить до голосования. Таким чынам, а вот шпаркі вожык піша: я вось яшчэ думаю, галасаваць ці не, сцыкотна трошки. Ну, чалавек у Беларусі жыве. То есть калі выконваць інструкцыі, якія агучвае зараз Павел, для тых асабліва людзей, хто знаходіцца ў Беларусі ці ездзіць у Беларусь, то можна вот про сваю сцыкотнасць, как бы, як кажуць, забыцца. Галоўная інструкцыям адпавядаць, і сапраўды вы гарантуеце, што ніякіх следов не застанецца, калі рабіць тое, да, вот як вы кажаце. Да, если делать в Беларуси через веб-канал, то это действительно безопасно. Пользуясь VPN, ну, то есть, соответственно, следовать всем инструкциям. Так, было яшчэ одно пытанне, зараз я его знайду, такое организационное. Павел, поступило несколько жалоб, что не могут найти ваше приложение территориально, Польша и Германия. Про то, как устанавливать не напрямую через App Store, люди знают. Сутыкались с таким? Я думаю, что мы сталкивались с тем, что люди пишут, что они по поиску не смогли найти в андроиде, но это сделано специально, потому что мы хотели, чтобы люди шли только через сайт, потому что на сайте есть инструкции. Чтобы люди, ну, правильно, App Store, вот они и пишут. Люди сначала прочитали инструкции, потом устанавливали приложение. То есть, потому что, да, как только прозвучало Беларусь ID, все сказали: ну сейчас мы быренько поставим, и все. Вот как бы мы все-таки хотим, чтобы люди шли по процессу, именно поэтому им нужно идти через сайт, который вот этот Rada 2024, через bit.ly/Rada 2024, и по процессу поставить себе приложение. И точно так же потом по инструкции его удалить. Это важно. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Даже сам сайт вот этот, который у нас на bit.ly Rada 2024, когда туда заходишь, он, например, открывается через Google Cloud, безопасно для людей в Беларуси, потому что этот трафик определяется как там просто трафик на Google среди интернет-провайдеров. У нас очень много каких-то точек, где мы стараемся там людей обезопашивать, мы вкладываем в это много усилий, поэтому, пожалуйста, вот идите по процессу, который мы описали, потому что это будет лучше и вам, и нам, и потом никто не будет страдать. Ну, вы бачите, вы все ведаете, як карыстацца тостером, но лишь не здарма у коробку кладуть інструкцію. І лепей заўсёды з ёй знаёміцца, а тым больш такая хвароба гэтых прыкладанняў. Я могу рассказать, как, в принципе, работают здесь чат-боты. То есть, и это будет касаться
Да, в принципе, любых чат-ботов, которые могут свать сообщения. То есть не будем ховать. Это я задаю так сдалек подыходжу до пытания чат-бота перамога, до прикладу. Я понял намек, да. Но методы работы, кстати, похожие. Хоть это и разные продукты, но технологически все чат-боты, которые умеют свать сообщения, они работают, в принципе, по одному принципу. У киберпартизанов, опять же, есть очень хорошая инструкция. И с этими ботами есть следующая проблема. Если их удалять по инструкции от киберпартизанов, то там написано, что, собственно, бота нужно удалить, но не останавливать. Там есть опции удалить, и остановить. Соответственно, если бота просто удалить, то он действительно прячется, его не видно, но ровно до того момента, пока он не захочет прислать сообщение. В этот момент из-за того, что он не остановлен, он это сообщение сможет прислать. Именно эта ситуация и произошла, я так понимаю, вокруг плана перамога, когда люди, которые когда-то прятали этого бота и действительно спрятали его по инструкции, они получили сообщение, он у них снова появился. И началась, конечно же, паника, потому что, собственно, они этого не ожидали. Ну, потому что это же всегда было то, что когда уже там пылают здания ОМОНа, как бы, и красно-белый флаг там реет над площадью, там, как бы, выходите все на улицы. Ну, то есть это всегда позиционировалось как супер важная, срочная там штука, да. Сейчас люди могут сделать две вещи. Опять же, это... то есть про это можно в инструкции киберпартизан посмотреть. То есть они могут снова скрыть этого бота, точно так же не останавливая, потому что если они его остановят, они его скрыть не смогут. В этом парадокс. И, собственно, с учетом того, что была новость, что там сейчас, я так понимаю, уже никто не сможет слать сообщение через чат-бот перамога, скорее всего, это есть способ, если человек не хочет менять свой аккаунт. Потому что второй способ – это полностью удалять Telegram-аккаунт, заводить новый, и тогда, соответственно, он будет чистым, и уже никакой бот в него ничего не сможет прислать. Очень важно, что там были вчера сообщения, у меня брали комментарии даже, что некоторые люди говорили, что меня не было там в чат-боте перамога, но я был когда-то в голосе. Может ли это быть связано? То есть это технически не может быть связано, потому что Telegram позволяет боту отправить сообщение пользователю, только если пользователь когда-то хоть раз с этим ботом взаимодействовал. Что такое взаимодействовал? Пользователь мог просто в 2021 году нажать «Старт», прочитать описание, решить, что ему это неинтересно, и закрыть этого бота, но этого достаточно, чтобы бот потом мог прислать пользователю сообщение. С учетом того, что сейчас там чат-бот перамога, план перамога, наверняка, я надеюсь, сообщения рассылать не будет, скорее всего, достаточно его просто снова спрятать по инструкции от киберпартизанов. Если люди все-таки в этому не доверяют и считают, что не могут получить сообщение в самый неподходящий момент, тогда придется, безусловно, удалять аккаунт, пересоздавать его заново. Другого пути, к сожалению, нет. Так работает сам Telegram, так работает Telegram-бот. Атрымліваецца, что... як вы оцениваете, может быть, нават с нейкага, я не ведаю, палітычнага погляду всю эту ситуацию, грамадзянскага погляду, чалавечага? Смотрите, проблема этой ситуации, безусловно, в том, что эта ситуация создала угрозу безопасности людям, да, то есть, потому что, как я уже сказал, то есть мог появиться, то есть бот снова появляется, у людей начинается паника, они помнят, что они его прятали, они не понимают, что с этим делать, они начинают теряться и так далее. Там был сюжет, что кого-то арестовали, но я не верю сюжетам от белорусских силовиков. Они там, безусловно, конечно же, сделают из этого максимальное количество инфоповодов. Но сама ситуация, безусловно, рискованная для людей. Именно поэтому просто позиционирование плана перамога же всегда было, что это просто либо супер нишево для каких-то там маленьких групп диверсантов, партизанов, которые там пускают поезда под откос и уничтожают там российский самолет, да, как бы это вот история, вот для меня, что такое план перамога. Либо уже все на баррикады, и это такое оружие одного запуска. Да, то есть, и когда этот запуск массово происходит вокруг политической кампании, с моей точки зрения, это неэтично, безусловно, и это плохо, что это действительно
создает угрозу для людей. Вы бачылі каментары з гэтай нагоды того ж самага Азарова, вот вы іх прымаеце, вот что там вам падалося дзіўным ці вот нормальным, можа ці правильно ўсё гаворыць? Ну, вы же уже сказали, что сначала виноваты журналисты, а я буду вторым. Ну, так мы уже понятно так, что вы разумеете, там дослали это Азаров и его команда, не знаю, там вот сам ціснуў на кнопку, ці это суместно, но оказалось виноваты журналисты, тому что яны у негатыўным святле подалі гэтую інфармацыю, то есть тое, что люди, якія забыліся, что яны некалі заходзілі ці чакалі ужо такого закліка, давайте усе на барыкады, рэжым хутка рухне, вот чакалі гэта, тут яны едуць в аўтобусе і ім прыходзіць смс-ка «Голосуйте за Азарова», ну это, конечно, журналисты виноваты в этом. А вот Либер, давай уже паліць до конца. Що ж таки, можна нейкім чынам апраўдаць гэтае, потому что вот у нас там была рассылка кожны 2 разы на месяц, и поэтому гэта звычайная рассылка, но только большей колькасці людей. Я вот эту часть не слышал про то, что это... Ну, интересно, да. Ну, смотрите, я же уже сказал, что как бы с этической и с точки зрения безопасности это, безусловно, как бы совершенно неправильный, неадекватный, неэтичный, небезопасный поступок. Все остальное это уже просто обсуждение причин, следствий и прочего. То есть, ну, то есть, мне кажется, что уже нет смысла в эти детали падать. То есть ситуация понятна. Ну что ж, я думаю, что ўсё патлумачылі, все скіравалі, каго трэба супакоілі, каго трэба, можа, наадварот напружылі. Павел, як вы лічыце, ось гэтая платформа, яна пройдзе выпрабаванне, то есть яна можа быць як асноўнай базай для далейшых вось таких онлайн-галасаванняў беларусаў па любых нагодах, ці то это координацыйная рада, ці гэта ўжо парламент новай Беларусі, ці гэта просто мы тут вот вырашым правесці галасаванне там, я не ведаю, по якім-нибудь там пытанні, я не ведаю, унутранай беларускай дыаспоры. Она точно может быть подобной базой. Что интересно, да, на самом деле, это почему в том числе нам было интересно, чтобы люди за границей все-таки сделали себе такой вот цифровой ID, имели его у себя в телефоне, если захотят, то есть его оставить, безусловно. Это то, что в будущем любые подобные ивенты можно будет делать, используя этот ID. Потому что человек же, по сути, уже прошел верификацию, мы уже знаем, что он там уникальный белорус или белоруска, он может в чем-то участвовать, если захочет. Захочет удалить, как бы эта история для него закончится. То есть как база это, безусловно, достаточно интересная база для того, чтобы что-то развивать. Как какой-то технологический челлендж, это очень сложный технологический челлендж, просто невероятно сложно свести вместе все эти платформы с учетом всех требований, с учетом требований к безопасности, поэтому, да, конечно, все эти наработки могут быть использованы в будущем. Тут очень важно понимать, что все равно платформа всегда вторична. Первично всегда доверие к организаторам, доверие к процессу, сам поставленный процесс, медиакомпания вокруг этого и прочее, прочее. Тогда и платформа там отрабатывает на свой максимум. То есть это все работает очень взаимосвязано, и поэтому, когда, ну, почему вот в этой шутке, как бы о том, что сначала виноваты журналисты, потом я, есть только доля шутки, потому что я постоянно читаю в комментариях, ага, Либер не показал платформу раньше, мы не знали, как голосовать за месяц до голосования, поэтому он во всем виноват, что мы не пойдем голосовать. Нет, ребят, простите, так это не работает. Вот сярод усіх распрацоўшчыкаў, каманды распрацоўшчыкаў вінаваты Либер, а сярод усіх журналістаў больш за ўсіх вінаваты Еўрорады, асабліва Лукашук, якому ўжо прыпісваюць тое, што ён разваліў дымсілы беларускія. Так что ўсё нормально. Силен. А то работаем над этим. Павел, ну и на завершение я бы хотел просто вернуться до темы, потому что мне написали тыя люди, про якіх мы зараз узгадывали, якія не маюць магчымасці на дадзены момант проголосовать. Человек вот той, который с Канады написал, а калі я атрымаю, ну калі он еще ж таки з'явится, ось пашпарт новой Беларуси, по им я смогу голосовать уже? Это, кстати, хороший вопрос. Ну, тут
Я хотел сейчас вспомнить старую притчу, короче, как-то там кто-то первый помрет, или шах, или ишак, или что-то там такое было. Как бы... Что-то я предчувствую нехорошее, что-то зараз. Не, я, кстати, вот один из тех, кто очень верит в этот проект паспорта, ну, он называется «Национальный паспорт Беларуси», как бы, и я на самом деле здесь думаю, что вот вся та работа, которая вокруг этого делается, я очень надеюсь, что она не останется, ну, то есть, что это все не зря, да, потому что, в принципе, уже очень много сделано, уже там, как бы, я надеюсь, что уже документ в этом году мы как минимум увидим, начнется какая-то процедура признания, ну, как минимум, я в это верю, я очень верю в этот проект, он мне очень нравится, как очень красивый, добрый, имиджевый проект, и щелчок по носу Лукашенко одновременно. На тему того, чтобы он поддерживался платформой, это как раз несложный процесс, потому что, в принципе, если его поддержит хоть одна страна, то в течение там обычно 3-4 месяцев этот документ сможет появиться на платформе. В чем там наша проблема сейчас, да, в том, что когда у нас нет там 3-4 месяцев, чтобы принести там еще 25 документов, чтобы их начали поддерживать KYC-провайдеры и как бы... Но здесь-то у нас будет времени побольше, поэтому, безусловно, можно сделать, чтобы во времени этот документ тоже поддерживался. Если он будет, я надеюсь, что он будет. Но самое главное, чтобы его начали признавать страны, потому что фундаментально это не сама бумажка, а фундаментально это получить хоть одно признание. До речі, ви ведаеце, як это вот працуе, вот самі гаварылі, што вот надо цішком пэўную час рабіць сваю работу, каб там не заміналі, не выплывала там і гэтак далей. Прокоп'ева абвінаваціў стваральнікаў, ну, в сэнсе вот тых, хто працуе над гэтым пашпартам, у тым, што яны вельмі рана выйшлі з піарам сваёй ідэі, што, маўляў, трэба было да апошняга рабіць это моўчкі, а вось калі ўжо там якіх-небудзь 3-5 краінаў падтрымалі бы, выдалі краінавы код пашпарту, вот тады ўжо сказаць. А так за гэта піара можна, наадварот, і не атрымацца нічога. Понимаете, я думаю, что здесь нет правильного ответа на этот вопрос. Потому что, ну вот я сейчас чуть-чуть получил похожий опыт. Да? Я начал работать вот в этой околополитической среде, пусть над изолированной технологической частью, но я на себе почувствовал, что такое вот это давление со стороны там общества, чтобы пораньше все увидеть, понять, изучить, огромное недоверие изначально, да, как бы о том, что а вы все украдете, а все данные будут не без, а все там все базы сольют, всех подкупят и так далее. И очень сложно работать в этих условиях, потому что на самом деле, как бы, когда ты пытаешься сфокусироваться на задаче, тебе просто со всех сторон сыплются вопросы, какие-то комментарии, где-то какой-то блогер что-то ляпнул, прокомментируйте, пожалуйста. Я не могу комментировать каждого блогера, я не смогу работать. Я представляю, что творится у Ковалевского с этим паспортом, я представляю, что там давление еще в 20 раз больше. Поэтому как тут правильно пытаться сделать тихо или хоть какую-то информацию выдавать наружу, я думаю, каждый раз для них это какое-то очень сложное решение, потому что тут же еще понятно, что у них тоже большое количество внешних факторов, от которого они зависят, и как только они что-то говорят, они создают ожидание, которое может не произойти. Да? Как там было в прошлый раз, в первом квартале мы увидим этот паспорт. Не увидели. И все сейчас, ага, а вы говорили, а мы не увидели, это все вранье, короче, и так далее. Поэтому сложно сказать, как действовать вот в условиях вот всего этого прессинга. Я почувствовал его немножко, и я, честно говоря, вот мне прям хватило. Я думаю, лучше дальше делать свои продукты, работать на своей работе, вообще не трогать никаких околополитических тем никогда вообще просто. Это вот мое мнение, с которым я выхожу из этих выборов. Да. Ну, як казаў наш сябар Джеймс Бонд, ніколі не кажы ніколі, да? Але тым не менш, вось вот так вот зрабіць, ага, а вы гаварылі, мы ўсе зможам заўтра, таму што заўтра у нас у студыі будзе Валерый Ковалевскі. Дарэчы, ну і на завяршэнне, это вот мы першую с пашпартам закранули, а другую ўсё ж таки с этими женевскімі документами, travel документами, то есть вот агучана праблема. Я так разумею, да гэтых выбораў, ну нешта там паспрабаваць сманіпулировать, скорректовать и улічыць гэтыя документы, да, не атрымаецца. Здесь невозможно, да. Я думаю, что на будущее можно попробовать это включить. Опять же, если в будущем нужна будет такая глобальная электоральная платформа,
потому что, ну, это хороший вопрос, как бы, нужна ли она дальше, в каком виде она будет использоваться, что в ней надо изменить. Ну, потому что мы, например, бы очень много хотели в ней изменить сейчас, мы уже с учетом всех там отзывов, мы хотели бы упростить какие-то вещи, мы хотели бы там добавить еще несколько каких-то там дополнительных функций. Но мы понимаем, что это имеет смысл делать, только если эта платформа действительно кому-то нужна, будет развиваться и будет иметь аудиторию. Зразумела. Дзякуй вялікі. Павел Лібер, другі суб'ект нашага беларускага грамадства і дыаспары ўсё астатняе, які вінаваты ва ўсім, што ў нас не здараецца, пасля журналістаў, зразумела. Таму дзякую Павлу за тое, што ён робіць, і да сустрэчы. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, чытайце інструкцыі. Ну і не забывайце, што мы павінны быць разам і быць актыўныя. Жыве Беларусь. Жыве.